Чешмекёй – небольшое село в Гагаузии, где традиции переплетаются с современностью. Именно здесь живет и работает Инна Яну, молодая женщина, которая не только учит детей английскому языку, но и реализует международные проекты, развивающие туризм в регионе. Однако ее путь к успеху не был легким. Вместе с мужем Дмитрием они переехали из города в село Чешмекёй и превратили его не просто в дом, а в пространство роста, перемен и новых возможностей. Город нашего знакомства – это город Камрад. Дима приехал туда учиться, через год приехала я туда учиться, и в университете познакомились. Я приехала сюда, никого не знала, языка особо не знала. Дима работал в Вулканештах с 7 утра до 7 вечера. Я обычно была дома сама с детьми. Мы переехали летом, осенью у нас родился 3-й ребенок, и все были маленькие. Рядышком была свекровь, бабушка, но все равно это было сложное время. Адаптация прошла как-то постепенно. Появились какие-то знакомые, появились какие-то занятия. И так привыкла здесь жить. В тот момент, мне кажется, занялись теплицей, овощами. Сказать, что я как минимум раз в месяц с 3 детьми ехала к родителям на выходные. Ну, когда она согласилась, это было существенным знаком. Было тяжело, но так как я преподаватель английского языка, я на это училась, заканчивала университет. Люди из села, когда это узнали, предложили мне заниматься частными уроками с их детьми. И таким образом у меня появилось, кроме какого-то занятия, появились еще знакомые, с которыми я могла поговорить, могла пообщаться. Обычно мы всегда оставались на чашечку чая. И таким образом вот в это время уже, да, мне становилось здесь легче. Я благодарен своей жене за то, что она согласилась переехать в село, и за то, что вовлекалась и поддерживала мою общественную жизнь, и при этом была занята семейной жизнью, домашним хозяйством. Не каждая женщина согласилась бы на это. Учителем я мечтала стать еще с детства, с начальных классов, поэтому решила не изменять своей мечте. Почему решила именно на учителя иностранных языков? Потому что мне нравились языки. Английский я изучала дополнительно. Вообще поступала на английский и испанский, но так как группа набралась только 12 человек, нас закрыли и перевели на немецкий и английский. Начался с частных уроков, которые я проводила здесь в селе с детьми. И через некоторое время учитель в гимназии ушла в декрет, и меня пригласили ее заменить. Мотивирует продолжать свою работу, наверное, интерес детей к тем предметам, которые я преподаю. Мотивирует их положительное отношение ко мне, как к учителю. Дети бывают разные, у кого-то бывают способности, у кого-то их меньше. Но мне хочется, чтобы все чувствовали себя в безопасности на моих уроках и чувствовали себя хорошо. Jeans, shirt, skirt, blouse, dress, t-shirt, anorak, trainers. Так, dress — это что у нас? Это платье. T-shirt. Кофта. Футболка это. Да. Так, anorak. Куртка. Так, куртка и кроссовки. Так, смотри, t-shirt — это у нас футболка, а просто рубашка у нас будет? Shirt. Запоминаем, да? Тоже звук такой. Shirt, Да. skirt. И там t-shirt. Да? Здесь blouse и jeans. Да. В гражданском секторе я с 2007 года, поэтому имел небольшой опыт работы в общественной организации с проектами. Поэтому, когда я приехал в село, я искал возможности, чтобы тоже внедрять какие-то проекты в селе и для села. И именно в тот момент как раз появилась программа SART, которая финансировала проекты для примарий, и программа «Лидер», которая создавала из сел МИГи, местные инициативные группы. Я помню, когда мы работали над проектом Дома культуры, это недели 2-3 мы с секретарем совета до ночи практически засиживались на работе, писали проекты.
И вот жена в это время дома с детьми, со всей работой, со всем хозяйством. Это то посвященное время, которое было проектом, а у Инны в это время было больше нагрузки, больше работы, потому что муж был занят проектом для села. Ну, Инна преподаватель английского языка. Многие проекты, не секрет, это финансируется с Евросоюза, Штатами и многими другими странами, где заявки нужно подавать на английском. И тут нам нужна была помощь Инны. В итоге ей это понравилось, она тоже заинтересовалась. Потом она стала менеджером одного проекта в МИГе. И вот таким образом втянулась и она. Наши проекты были направлены не только на жителей Чешмекёя. Бенефициарами были также и жители Этулии, и жители Когульских сел. И я думаю, это положительно повлияло на них, так как многим мы помогали, можно сказать, реализовать свою мечту, купить необходимое оборудование для начала какого-то бизнеса. Мы видели, как проекты влияют на жизнь людей, как развитие общественных организаций улучшает жизнь людей, как это влияет на их трансформацию, их мышление. И я видела, что и в этом село Чешмекёй тоже в этом нуждается. Очень много было проектов на благоустройство каких-либо территорий в селе. И сейчас, когда проезжаешь, видишь, что там поставлена плитка, что там во дворе школы установлены какие-то скамеечки. И вспоминаешь это время и радуешься, что до сих пор видны результаты той деятельности. Также я очень благодарна жизни, что у меня была возможность организовывать клубы английского языка. Это был также проект на год. В библиотеках мы собирали группы детей в Чешмекёе и в Этулии, и мы проводили с ними клубы разговорного английского. Другим проектом была организация детского лагеря, опять же, с изучением английского языка. Мы арендовали лагерь в селе Этулия, нашли людей, еще преподавателей, поваров, медбрата нашли. И с этими людьми 5 дней мы проводили там с детьми, кормили их, проводили с ними уроки, игры, развлекали их. Это было тоже незабываемое время. Интересно, конечно, было, когда ты вначале объявляешь конкурс, потом ты анализируешь, не один, конечно, анализируешь заявки, которые люди отправили, потом выбираются самые лучшие проекты, потом ты помогаешь людям эти проекты реализовать. И видя, как вначале вроде бы ничего не было, и потом к концу проекта ты видишь уже результат, это, конечно же, очень вдохновляет. Она всегда поймет, всегда поддержит. Иногда я очень такой рисковый, иногда на первый взгляд могу придумать такие идеи, которые может ее шокировать. Она даже если сначала немножко испугается, повозмущается, но потом согласится и скажет, хорошо, давай сделаем. Добро пожаловать к нам в гостевой дом Херман, единственный гостевой дом у нас в Чешмекёе. Идея создания такого дома возникла сразу, как только мы зашли в этот двор для того, чтобы приобрести этот дом. Когда увидели этот отдельно стоящий домик, сразу решили, что здесь мы сможем принимать гостей, потому что такая мечта была у нас давно. И таким образом этот старинный домик был превращен в место, куда приезжают туристы в основном с Европы в весеннее, летнее, осеннее время для того, чтобы познакомиться с историей, с культурой гагаузов, познакомиться с кухней, с какими-либо традициями. Конечно же, мы им проводим экскурсию по нашему дому, проводим экскурсию по селу, в музее и таким образом пытаемся знакомить людей с таким народом, как гагаузы, который не очень известен, может быть, в Европе. Самая большая трудность, наверное, с которой мы столкнулись, это во время энергетического кризиса у нас в стране, когда очень подорожали все энергоносители, а нам нужно было как-то обогревать дом для наших гостей. И тогда к нам на помощь пришел проект, спонсируемый UNDP, в рамках которого мы приобрели солнечные панели, которые сейчас покрывают все затраты, которые связаны с содержанием гостевого дома. Здесь у нас комната, в которой мы принимаем наших гостей. Мы решили здесь поставить такие старые железные кровати, чтобы можно было показать людям, опять же, как жили гагаузы раньше. Но для удобства наших гостей мы приобрели на них тоже в рамках проекта матрасы повыше, для того, чтобы людям было удобнее на них спать. Зимой
реже приезжают к нам гости, но иногда бывает нужно обогреть эту комнату для них. И для этого был установлен кондиционер, который также использует электроэнергию, которую вырабатывают панели. Сразу было очень много волнения, конечно же, но первые туристы, мы им очень благодарны. Это была семья из Дании, родители и 2 маленьких детей, которым мы, кроме того, что познакомили их с гагаузами, дети имели возможность покормить птицу, погладить собачку, они имели возможность собрать яйца. Для них это был очень опыт, который они искали, а мы были очень рады, что они уехали от нас довольными. Здесь у нас беседка, где наши гости принимают пищу, завтраки, обеды, ужины. По желанию мы все им готовим национальные блюда молдавской кухни, гагаузской кухни. И здесь мы организовали совсем небольшой музей под открытым небом для того, чтобы можно было рассказать нашим гостям о том быте, о той жизни, которыми жили предки гагаузов. На столе вы можете увидеть старинную лампу, которую раньше использовали для освещения. Здесь у нас фрагменты костей каких-то древних животных. Чешмекёй славится тем, что во врагах были найдены останки очень древних животных. Здесь корыто для замешивания хлеба, тоже старое, видимо, уже видно, что уже починили его и не один раз. Эта решеточка ставится сверху и накрывается сверху полотенечком тесто для того, чтобы оно могло подрасти, и чтобы можно было потом формировать хлебушек и печиво. И здесь у нас, наверное, самый старый, самый интересный и достаточно редкий экспонат. На гагаузском он называется дювень. Раньше он заменял целый комбайн. Люди собирали, когда пшеницу, собирали зерновые, расстилали на землю. Далее проходились большим специальным камнем, называется на гагаузском харманташи. Пшеница вся опадала, дювенем проходили сверху, и пшеница резалась на небольшие кусочки, ее потом легко было убрать. Он переворачивается вниз. Сюда ставились или камни, или даже дети садились, и запрягалась в лошадь, и дети катались. Для них это было развлечением, но для взрослых, конечно же, помощь. Удается совмещать, так как все виды деятельности происходят в разное время года. Тогда, когда я занята в школе, с сентября по май, обычно у нас нет туристов, обычно мы не заняты пчелами. А как только мы уходим в отпуск, это время отпусков и для других людей, начинают к нам приезжать люди, и я уже свободна от основной работы, могу заниматься ими. Я стараюсь помочь, чем могу, потому что ее профессия немножко не то, что мое, но если нужна какая-то моя помощь, я стараюсь в это помогать, чтобы ей было легче в этом деле. Здесь мы находимся в нашем временном цехе по переработке меда. Мы выиграли проект от организации ЕФАТ на 5 женщин. Мы создали ассоциацию. Я являюсь администратором этой ассоциации. И мы на полученные средства, и также мы должны были вложить свой финансовый вклад, мы приобрели необходимое оборудование для пчеловодства. Здесь у нас распечатыватель, там есть элементы, которые нагреваются, и ножи, и они срезают забрус, рамки с медом. Это оборудование очень сильно облегчает нам нашу работу, потому что каждую рамочку нам раньше было необходимо специальной вилочкой снимать забрус, снимать все эти крышечки, потом вручную медогонку, там помещалось только 12 рамочек, нам нужно было вручную ее крутить, опять менять сторонами, с одной стороны она крутится, с другой стороны крутится, а здесь все происходит автоматически, и это очень сильно облегчает наш труд. Здесь у нас автоматическая медогонка на 48 рамок. Здесь есть пульт управления, в котором мы можем установить скорость вращения рамок. И также, что в ней хорошо, что она работает не только от сети, но ее можно брать с собой на поле, подключать к аккумулятору и там производить все необходимые работы. Мы приобрели кремовалку для того, чтобы изготавливать, кроме меда, еще и крем-мед. И вот в этом году, этой зимой мы попробовали. В течение 12 суток наш мед в ней крутился. Она также запрограммирована, 15 минут крутится и 45 минут отдыхает, потом опять включается. И таким образом 12 суток у нас здесь готовился крем-мед. Получился продукт замечательный. Эти проекты помогают нам развиваться, не оставаться на месте, помогают даже и финансовая составляющая нашей семьи. Мы благодарны, что такие проекты дают нам возможность не оставаться на месте, а
идти в ногу со временем. Что делали сегодня в школе? Дети слушались? Как всегда. Как всегда, двойки поставила? Нет, нельзя двойки ставить. В крайнем случае, замечание в дневник для родителей. Дети, идите пить чай. Туда залез. Ставь сюда. Дамир, слушался сегодня? Что кушали в столовой? Салат был? Ага. Был и салат. Хорошо. Мальчики ваши слушались? Не подрался? Не подрался никто? Кто будет чай с медом? Я. Демьян, ты будешь? Что-то узнала о дяде Пете, когда он захотел заниматься пчелами. 5 или 4 года назад. Это начал, а когда захотел? Помнишь, что он рассказывал? С детства хотел, да? Это была его мечта детства. Стать пчеловодом, да? Как сегодня физика прошла? Проверяли домашнее задание? Нет. Новая тема была? Нет, мы просто эти задачи решали. На какую тему? А там кинетическая и потенциальная энергия. Интересно? Угу. У меня сегодня был контрольная по русскому. Сложно? Да. Тест был? Нет, изложения. Какие-то еще задания дополнительные? Нет. Успела написать? Мне нравится то, что моя мама это хорошая, умная женщина, которая всегда поддержит. В большинстве случаев она не будет пытаться тебя отговорить от чего-то, хотя может предостеречь, если ты собираешься сделать какую-то глупость. Также она разрешает мне гулять долго, я могу сидеть, играть в игры довольно хорошее количество времени. Но при этом все равно она правильно делает то, что ограничивает немного. По субботам у нас генеральная уборка. Мы вместе с мамой убираемся, разгружаем посудомойку, загружаем. Мы чистим картошку, морковку. Любим играть в морской бой, готовить блинчики, есть блинчики. Мы с мамой также любим смотреть фильмы, читать книжки. Это бабушка Неля. Это бабушка Нелина мама, бабушка Таня. Папа целое лето занимался ремонтом здесь, в доме у бабушки. Кто эти молодые люди? Это не знаю. Нет, совсем никого? Ну да. История Инны Яну – это пример того, как женщина может изменить не только свою жизнь, но и жизнь целого сообщества. Благодаря ее труду, инициативности и поддержке европейских структур в Гагаузии появляются новые возможности для образования, туризма и развития. Ее история вдохновляет верить в мечты и строить свое будущее, где бы ты ни находился.